Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Самокитский цирк – вершина в Нюрнбергском районе, которая стала настоящим местом притяжения людей, предпочитающих самый экстремальный вид отдыха. Иван Лазаренко встретился с участниками и организаторами юбилейной экспедиции. Уже в 55-й раз за 18 лет восхождений очередная группа экстремалов отправилась покорять знаменитую гору. Но, как оказалось, эта задача под силу далеко не всем. Из 30 человек группы до конечной точки маршрута на высоту более 1700 метров смогли добраться только 12 человек. Я сделал это. Я это сделал, я поднялся. На самом деле для многих людей это достаточно такое сильное испытание, потому что путь вообще он 16 километров составляет, из которых 8 километров на лыжах и 8 километров уже непосредственно пешком от подножия, собственно, до вершины. И, конечно же, как вы заметили, не все смогли подняться, поднялись только самые натренированные, самые стойкие. Но тут хотел бы добавить то, что среди нас был мальчишка 13 лет. И знаете, вот многие взрослые, когда в какой-то момент они уставали, считали, что же все, выбились из сил, смотрели на него, на его невозмутимый вид, находили в себе силы и шли дальше. Подготовка и организация таких восхождений требует большой ответственности, ведь горы, как известно, ошибок не прощают. За 18 лет совершенствовались как условия для самого восхождения, так и организация стоянок на месте отдыха и ночевки. В подготовке были сложности. Опять же, погодные условия. 2 метели заметает путик снегоходный, и снегоход начинает заваливаться. Это первый этап. Второй этап – техника все равно подводила. Мы некоторую технику прямо там делали палатки, ремонтировали ее прямо на месте в походных условиях. И также наледи. Мы большую часть прошли по воде. Воды немного, но эта наледь постоянно присутствует, и она также и для техники пагубно сказывается, и для участников, когда идешь с лыжными палками и ноги разъезжаются. Слава богу. Впереди у организаторов экспедиций новые идеи, новые проекты. А значит, станет все больше желающих прикоснуться к прекрасному миру гор и почувствовать себя настоящим покорителем высоты. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске стартовала традиционная декада архитектуры и дизайна. Насыщенная программа включает профильную олимпиаду среди школьников и студентов, экскурсии, а также лекции. Кроме этого, Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии совместно с Центром компетенций по вопросам городской среды «Лето» организовали семинар для главных архитекторов. Всего в мероприятии участвуют 55 представителей из городских округов и районов. Спикером выступает заместитель начальника управления научно-исследовательского и проектного центра Генплана Санкт-Петербурга Светлана Шишелова. Участники курса обсудят с лектором масштабные изменения в градостроительном кодексе, пройдут судебно-арбитражную практику, а также получат рекомендации. Все, что касается градостроительной деятельности муниципальных образований, от генеральных планов до выдачи разрешения на строительство, мы обсуждаем очень плотно в течение этих 2 дней. Но с учетом того, что климат, грунты, мерзлота, то есть есть определенные требования к размещению объектов, плюс такая немножко закрытая территория. И я наверное, впервые сталкиваюсь, мы очень много ездим по разным регионам, есть с чем сравнивать. В Якутске прошла республиканская олимпиада по профессиональному мастерству. В этом году конкурс среди студентов медицинских колледжей организован в 3-й раз. Какие специальности включает олимпиада, расскажет Светлана Амосова. Ежегодно на базе Якутского медицинского колледжа проходит республиканская олимпиада по профессиональному мастерству среди учащихся среднего профессионального образования. Участники соревнуются по 4 разным специальностям: лечебное дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая и технологии эстетических услуг. В этом году после отборочного этапа в финал прошли 21 будущий медик, в том числе 4 из городов Алдан и Нерюнгри. Олимпиада проходит в 3 этапа. Первое – это тестирование по специальностям. Второе – аудирование на знание иностранного языка. В нашем случае это английский язык. И практическая часть, где студенты показывают, что умеют на сегодняшний день. По направлению стоматологии ортопедическая в олимпиаде участвуют 5 студентов, в том числе и будущий зубной техник Ирина Кушкирина. По ее словам, эта профессия очень творческая и интересная, не такая, как другие. Она надеется от участия получить много ценного опыта. По блоку стоматологии, получается, были те вопросы, которые мы изучали в течение 3 лет. От этой олимпиады я ожидаю хорошего опыта, отличных результатов
И надеюсь, что в будущем мне это очень пригодится. Экспертами в Олимпиаде выступают преподаватели, практикующие врачи, профессионалы в этой области. Члены жюри прежде всего на практической части оценивают навыки студентов, приобретенные за время обучения. Критерии какие у нас, как правило? Эстетика, функциональность и, в общем-то, все остальные факторы, влияющие на положительные эмоции пациентов. Как отмечают участники, они упорно готовились к Олимпиаде, учили теорию и на практике решали задачи. По направлению лечебное дело студенты проводят медицинский осмотр, а также накладывают швы на манекен. Если там ребенок, значит, ребенка мы подбираем и маму подбираем. И с ней мы разговариваем, например, да, вообще, что беспокоит и так далее. И у пациента мы также его осматриваем полностью по всем органам и системам. Основной целью конкурса является повышение качества профессионального образования. По итогам Олимпиады будут выявлены первые, вторые, третьи места. И в дальнейшем победители смогут отправиться на всероссийский уровень. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. В Алдане проходит чемпионат республики по лыжным гонкам. На старт вышли более 200 спортсменов, юниоров и взрослых. Спортсмены соревнуются в индивидуальных стартах, свободном и классическим стилем, спринтерской гонке и в эстафете. Подробности расскажет Татьяна Вахнина. После этого будем приглашать следующие группы. Девушки 7-8 года рождения, девушки 9-10. Чемпионату республики по лыжным гонкам дан старт. На трассы лыжно-биатлонного комплекса вышли юниоры и взрослые спортсмены. В первый день технику, силу и скорость участники продемонстрировали в индивидуальной гонке классическим стилем. После этих соревнований делается отбор. Соответственно, так как у нас здесь для первенства это как бы у нас это резерв, юные дети, которые отбираются, соответственно, в сборные команды. Для каждой возрастной категории определены дистанции от 2 до 10 километров. В этом году к чемпионату республики по лыжным гонкам впервые присоединились сборные из Нюрбинского, Мирнинского, Ленского и Сунтарского районов. А всего в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 15 районов Якутии. В этом году чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам, да, впервые у нас в рамках спартакиады учащихся спортивные якутяне в зачет будут введены лыжные гонки. И я так думаю, что со следующего года многие лусы будут тоже представлены. Северная весна бывает непредсказуемой, и порой погода диктует свои условия. Первые дни апреля в Южной Якутии выдались щедрыми на снегопад и ветер. Впрочем, сугробы на трассах лыжно-биатлонного комплекса не стали для спортсменов преградой. Мы обычно готовим трассу вечером. Но вечером мы приготовили, у нас опять сантиметров 15 выпало. Утром 2 раза прошли ретраком. Сезон 2022-2023 для лыжников стал насыщенным. Копилка достижений воспитанников Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту существенно пополнилась. Буквально на днях завершились вторые всероссийские арктические игры на Ямале. Отбегали Красноярск, потом Томск, между этим Кемерово небольшой сбор сделали. И потом поехали уже в Салихард. С Салихарда мы приехали вчера, а сегодня уже бежим первенство республики. Каждый старт – это праздник, на который надо готовиться, выступать и радоваться, что есть соревнования. Чемпионат Якутии по лыжным гонкам будет проходить в течение 5 дней. Спортсмены померятся силами в индивидуальных стартах свободным и классическим стилем, в спринтерской гонке и в эстафете. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вторые межрегиональные юношеские научные чтения имени Сергея Королева торжественно закрыли в Якутске. Напомню, что мероприятие посвятили сразу нескольким знаменательным событиям. 60-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, 100-летию гражданской авиации в России и 105-летию со дня рождения Валерия Кузьмина, первого летчика из народа Саха. В чтениях приняли участие более 1000 школьников и студентов, из которых более 220 выступили перед экспертами в очном формате. На протяжении нескольких дней провели 8 секций по таким темам, как космонавтика и культура, основы дистанционного зондирования Земли, история авиации и ракетно-космической техники, а также тематические выставки. Ребята получат, помимо того, что не просто дипломы, а дипломы, подписанные самим космонавтом Олегом Германовичем Артемьевым, который на протяжении 3 дней принял участие активное в городе Якутске в рамках чтения. И летом, в июне, мы планируем организацию летней профориентационной школы «Арктика и космос», где дети, увлеченные космосом со своими проектами, дальше будут у нас участвовать.
Спасите оленей! С таким призывом о помощи обратилась к общественности через интернет семья Карамзиных, последние оленеводы села Нилькан Хабаровского края. На объявление откликнулась якутянка Раиса Ильинова, которая и привезла в столицу республики немаленькое стадо. Продолжит тему Надежда Саханская. Пожилые люди признались, что сил и здоровья на содержание животных у них уже нет, и поэтому они готовы их продать. Раиса Ильинова, внучка потомственного оленевода, возрождает в республике дело своего деда. И после знакомства с Ильиновой супруги решили безвозмездно передать ей своих подопечных. Таежная жизнь, она очень тяжелая. Ты сам себя обеспечиваешь, особенно когда один находишься. Я думаю, что забивать будем? Я тогда с ума сойду, он мне говорит. Ну что делать будем? Я долго думала, потом мне друг хороший есть, он подсказал, а что если предложить продать их в Якутию? Вот я кинула в якутские группы объявления, и много людей звонили, интересовались там. Но самое настойчивое оказалась Рая. Хабаровские олени, как и супруги Карамзины, живя в тайге, видели немало. Не так давно на стадо позарились волки. К счастью, поголовье удалось сохранить. По словам Николая Карамзина, он как чувствовал что-то неладное и проснулся глубокой ночью. Просыпаюсь, смотрю, олени бегут, выскакиваю сразу с ружьем. Так просто что будет бежать. И они вверх побежали олени. Я куда не побежали, куда пошел, там встал. Так будет возвращаться, они идем-то куда. Круг сделали и бегут обратно. Необычные гости прибыли в Якутск, преодолев тысячи километров. Все это делается, чтобы начать инновационный проект по развитию оленеводства. О том, что оленеводческая деятельность перестанет в наши дни быть популярной, Аполлон Ильинов предрекал еще в далеком 1987 году. Он фиксировал возможные риски и вел расчеты. Переживал, записывал у себя в блокноте, сколько осталось, сколько будет, если вот взять 25 голов. Через год столько будет. Я просто наблюдала. Вот так осталось в памяти. Ну а транспортировали оленей в Якутск в несколько этапов. Сначала из села Нилькан Хабаровского края оленей отправили на КАМАЗе «Сайгак» в сторону Якутска до закрытия зимника. Далее пришлось сменить транспорт и осмотреть животных в городе Тамоте. Также по пути было еще 2 остановки. В селах Белькачи Усть-Майского района и Нижний Бестях Мегина Кангаласского района. Вдали от городской суеты и лишних людей здесь находится поголовье из 25 оленей. Уже в конце апреля, в начале мая начнется отел, и тогда время покажет, какая судьба ждет этих необычных животных. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск.